Другим темам Сахатранснефтегаз проводит работы по выявлению фактов незаконного подключения граждан к газовым сетям. Репортаж Виталия Абрамова. Это не кадры очередного полицейского рейда. В этот раз на поиски нарушителей выходят сотрудники газовой службы. Главная цель – выявление незаконных подключений к газовым сетям столицы. Типичная для газовиков история. Гражданин Н договорился со своим соседом о врезке к трубе на его участке. Второй был не против. И все, я написал им бумагу, они подключились. Когда это было? Ну, это было уже давно. Точно, если не могу сказать. Ну, лет 10-то, наверное, есть. Может, даже и больше даже. Где-то так, наверное. Газовщики уже не раз подходили к нерадивому хозяину дома с уведомлением, но он всегда отсутствовал. Этот рейд стал крайним. С нашей организацией договор не заключил, договор поставки газа. И данный газопровод, и вот дом в эксплуатацию не сдан. То есть нормативным правовым актом СНИП не действует. Решено срезать незаконное подключение, так как такими халатными действиями недобросовестные граждане создают опасность не только себе, но и окружающим. В этот момент появляется родственник хозяина дома и сообщает, что документы находятся на оформлении. В этом году только поставили, еще, то есть, как сказать, сделали техническое задание, вот это все проект. Но в этом году говорили, чтобы сделать за территорию вынести забора вот этот трубу или что-то вот тоже говорили. Но газовщики неумолимы. За каждый незаконный год потребления, ворованного по сути газа, на нарушителей налагаются штрафы в среднем по 100 тысяч рублей за каждый год потребления. Плюс к этому уголовное преследование. Только за прошлый год было выявлено 15 таких фактов незаконной врезки. Виталий Абрамов, НВК Саха, Якутск.